Мои дорогие, добрый день. Я Лик Халшин. С вами снова Лева. Я надеюсь, у вас все хорошо. У нас тоже, алхамдулилlah, все хорошо. Так, сегодня очень мало времени, конечно, что-то снимать, но все-таки все равно я буду чистить, все равно я буду готовить. И поставила камеру, как мне говорили мои подписчики. Ставьте камеру и показывайте, что вы делаете. Так, мои друзья, у меня сегодня объем большой работы, конечно, еще есть. Хотя я, вот видите, хотела с утра, но не получилось. Мы сейчас поймали 6 гусей. 4 гуся у меня заказ, не знаю. Но они у меня вот последние, я же выбирала, которые потяжелее. Ну, 2-3 гуся из них мне очень нравятся. Они вроде бы тяжелые, хорошие. Ну, посмотрим. Я ей сказала, если они будут нормальные, я позвоню и скажу, и все сделаю. Пока поймали, посадили в клетку. Вот как сейчас справлюсь с черемшой, пойду чистить гусей. А пока вчера мне привезли черемшу. Вчера у нас четверг был, друзья, у меня был вчера такой день. Привезли 2 килограмма черемши, мои хорошие, бесплатно. Ну, садаку такую сделали тоже. Сейчас вообще-то надо вам вблизи показать эту черемшу. Сейчас я вам покажу ее вблизи. Ой, штатив придется выключить. Вот, друзья, кто не знает, что такое черемша. Видите, вот она черемша. Не знаю, как она называется, но я найду сейчас и название ее точно. Видите, вот это вот у нас называют его, если дословно перевести, то это тапок. Вот это вот. Сейчас, ой, сейчас я его как-то отделю вам. Одной рукой, конечно, будет. Но видите, этот тапок пока очень огромный, потому что черемша, видите, какая маленькая-маленькая. Это первый, вот идет первая черемша. Она еще дорогая, мои хорошие. Так, просто ее надо вытянуть оттуда, но у меня одной рукой вряд ли получится. Вот. Потом я вам покажу уже почищенную тоже. Вот, видите, ногти испачкала. Вот она уже в чищенном виде. Вот такая вот должна быть. Вот. У нее свой специфический запах, конечно, но в основном очень мало людей, которые ее не едят, но в этом числе у меня мой сын Ибрагим еще. Остальные все едят. Вот, смотрите. Ну, тут будет даже килограмма не будет, потому что вот эта вот часть очень тяжелая, ее много, черемша маленькая. Если честно, я хотела сделать вареники с черемшой и творогом, но у меня не получилось, потому что, сейчас вам скажу, потому что моя дочка захотела черемшу жареную, но отказать ей у меня, конечно, не получится, как вы знаете. Как мне уже мои подписчики говорили, вот смотрите, вот как она. Раз, и освобождается. Что я стараюсь угодить своим детям. Да, ну раз она сказала, мама, мне так хочется ее в тушеную, в сковороде, ты сделаешь. И главное, даже перезвонила сейчас, она еще со вчерашнего дня у нас. Мама, ты будешь ты что-нибудь сделала черемшой? Она боялась, что я сделаю эти вареники. Я говорю, нет, ты будешь мне, говорит, тушить? Хорошо, буду. И сейчас уже час, между прочим, дня, сказала, что к часу будет дома. Но она быстро варится, не варится, а тушится, да и варится, и тушится быстро. Так, ну о полезности черемши вообще-то надо было поискать и вам объяснить, но сейчас у меня времени нет. Может быть, в следующий раз, когда буду что-то делать, вам объясню. А так можете и сами забить в Google, что такое черемша и насколько она полезна. Я не знаю, у нас на Кавказе она почти во всех регионах растет, но вот где в России, где растет, я точно не могу сказать. Конечно, у нее очень специфический запах, люди не любят его варить дома, обычно варят, готовят под навесом. Но я ее сегодня буду сделать здесь у меня. Мои все, кроме Ибрагима, любят, а Ибрагим будет только вечером завтра дома. Так, ну и по ходу, пока буду чистить, поболтаю с вами. Вы мне пишете, что вам интересно со мной, интересны мои разговоры и обычаи, так что давайте с вами поговорим, раз у меня есть немножко времени за очисткой его. И вот эти штуки тоже не выбрасываются. Вот я не знаю, как они будут называться как надо им они называться, как они будут. У нас они называются тапками. Их тоже тщательно моют, обрезают кончики, вот эти, чтобы вот не было грязи. Перекручивают через мясорубку, сильно обильно солят и закрывают банки и ставят. И это, знаете, как получается, вот когда мы делаем
галушки там с курицей, с мясом, с чем-то. Вот в подливу мы же обычно картофельную подливу делаем мы. Чеченцы подливу картофельную делают редко, как я поняла. И вот эту картофельную подливу мы уже понемножечку ее кладем. Ну и в бульон можно ложить, можно мясо туда макать. Очень вкусно. И вообще очень вкусно, друзья, я делаю, я вам покажу, но когда, конечно, она будет дешевле, именно вот эту черемшу. Я вот это вот скажу вам, наверное, в жизни своей 2 раза только перекручивала, делала для себя, потому что у нас не едят ее. Дети вообще не едят. А вот именно вот с черемши, вот такой вот, перекрутить ее через мясорубку, добавить много соли, прям хорошо, чтобы соленая была, и в баночку закрыть, плотно закрыть баночку. Желательно, конечно, хранить или в холодильнике, или в холодном прохладном месте. И, друзья, это действительно что-то с чем-то. У меня даже вот мои племянники, мой старший брат намазывают на хлеб и едят, настолько вот бывает вкусно. И вот это тоже место чеснока. Во-первых, она очень полезна, это просто кладезь витаминов. Просто я до ролика не смогла, не успела. Хотела сначала действительно просмотреть и рассказать о нем прямо вот как это должно быть, но не стала. Сейчас у всех все доступно, можете сами, наверное, друзья, посмотреть, что и как. А то, что это настолько вот очень хорошо, что у нас вообще вот у ингушей говорят, хотя бы за сезон 3 раза надо съесть черемшу, пока она не выросла. Потому что потом из нее, вот видите, из этого кончика, вырастает огромный лист, как щавель. Но его тоже едят, но я его уже не люблю, когда он такой. И тоже кладут и в пироги, и что-то, и в вареники, но я не люблю. Я люблю именно, чтобы вот такая вот черемша была. Листья черемши тоже практически не ем. Вот так вот. Вчера специально приехали Аишка и Мадина, моя дочка, переночевать к нам, чтобы она наигралась с Ибрагимом. Представляете, позавчера, когда она уезжала, я вам говорила, что ревела вовсю, не хотела ехать домой. А потом еще, когда уходили они домой, и как раз пришел из работы Брашка, Ибрагим, она чуть ли не истерику закатила, хотела обратно вернуться. И они отпросились на ночь, чтобы приехать и остаться на ночь, чтобы вечером они поиграли с Ибрагимом. Потому что, друзья, Ибрагим у меня еще после обеда работает. И приходит только поздно вечером, в 8 часу вечера только приходит, около 8. И поэтому вот она вот хотела с ним поиграться, и вчера остались, и это было что-то. Племянник тоже по ней, вернее, дядя тоже очень скучал по ней. Они вот наигрались, набаловались, ставили друг друга в угол. Ну, короче, мы с Аишкой тут зажигаем. Вот теперь она со старшим дядей покормила ее. Попросила, чтобы он уложил ее спать, не знаю, даже нет, пока мамка не пришла. И пока чищу, девочки, друзья, у меня небольшой процент есть и мужчин в подписках, я видела. Я вот несколько выписала, пока буду чистить, выписала несколько вопросов, которые вас интересуют. Ну, лично, конечно, я так коротко отвечаю, но раз кого-то интересует, значит, может, и других будет интересовать. И заодно расскажу вам, что я знаю. Ну, первый вопрос у меня вчера был, задавала Ирина, я ей ответила, конечно. Чем отличается хиджаб от косынки просто? И еще был вопрос, почему у вас, вот у всех, у мусульман, заметили, что когда готовите, я всегда говорю Мадине, не забываю купить себе резиночку, вдеть сюда, чтобы не болталась вот эта штука. Да, конечно, я даже больше к косынке лучше, к хиджабу привыкла больше, чем к рукавам. Когда что-то делаю, всегда мне хочется их закатать. Вот рукава мне мешают, да. В некоторых платьях у меня есть резиночка, чтобы вот так вот закрывалась. Дело в том, что нам нельзя, раз мы одели хиджаб, чтобы была видна вот это вот место все. Вот видите, вот это вот должно быть закрыто. Только лицо. И кисти рук. Все. Остальное должно быть закрыто быть. И вот поэтому мы не закатываем рукава, стараемся, но все равно у меня очень много с рукавами закатанными. И меня Ибрагим постоянно ругает. Мама, ты опять закатала рука, у тебя не получается, это не хиджаб. Ну, я как-то делаю оговорки, конечно, я еще не хорошо привыкла, Аллах меня простит. Ну, вот так вот, друзья, но надо стараться, конечно, чтобы не было ничего видно.
На этот вопрос я вам ответила. Я и Ирине ответила. Итак, еще один был вопрос, но я, к сожалению, не выписала, кто задавал мне. Вчера кого-то интересовало, женятся ли и выходят ли замуж наши ингуши за русских. Отвечу, женятся точно. Потому что у нас очень много русских жен, русских женщин замужем за нас. Это однозначно выходит. Конечно, это исключение из правил. В основном они принимают ислам. В основном. Ну, может быть, есть и которые не приняли ислам. Это их дело. Ну, как таковых я и не знаю таких. Вот. У меня есть у двоюродного брата жена русская. И причем очень хорошая женщина. Не на публику сказано, а вообще действительно хорошая женщина. Так, на этот вопрос ответила, что женятся, да. Но замуж я еще не слышала, по крайней мере. Может быть, из нас и так, по-моему, еще миллиона нет. Из миллиона, может быть, 1-2 будут, но я не знаю таких. И не слышала, что есть за русских замужем. Честно вам признаюсь, не знаю. Может быть, есть. Но это вообще нонсенс будет, если вот, тем более так, зная, что она вышла за русского замуж, что категорически нет. Если честно, даже у нас как-то, когда женятся на других, еще более-менее относятся. Но вот замуж не выдают даже за мусульман другой нации. Честно вам скажу. Сейчас даже честно. Ой, не буду выключать камеру. Честно вам скажу, что даже вот очень-очень редко выдают замуж даже вот за другую нацию. Вот, если честно, даже за чеченцев у нас очень мало девочек замужем, вот как таковых. За дагестанцев, за чеченцев. Есть, конечно, замуж выходили, это ничего такого. Но вот все равно, мне кажется, все-таки стараются выдать именно за своих, за свою нацию, за ингушей. А когда женятся, еще как-то вот более лояльно относятся, когда женятся на другой нации. Но когда женятся на мусульманке, тем более относятся спокойно к этому. Ну и опять-таки я вам скажу, так чтобы сказать, много этих браков. Нет их. Очень мало. Стараются все-таки между собой. И замуж выходят, и женятся между собой ингуши. Вот так вот. Вот на этот вопрос я вам ответила. Так, это все-таки нудная работа. Видите, тут намного меньше, чем здесь. Так что мы заплатили больше за эти тапки. Так. Еще дорогая, друзья. В это время, конечно, мы ее очень редко едим. Но она вот именно сейчас, ее и хочется поесть, когда она еще дорогая. Когда вот еще ты себе не можешь позволить. Ну, многие, наверное, могут позволить. Но я, в принципе, и я могу позволить. Но я все-таки стараюсь, как мне вчера написали, по-моему, когда я сказала, что я супердяйка экономная. Вот быть экономной более-менее, потому что ну, нам вот этой черемши, конечно, будет мало. Вот я почищу, чтобы мы все прям поели и наелись, ее будет мало. В чищенном виде, если бы 2 килограмма было уже нормальной черемши, да, нам бы хватило. А так ее очень мало. Запах прям вот от нее стоит такой. Вчера еще я в прямом эфире была со своей подругой из Ниццы, Франции. И мы что-то все про черемшу, они говорили, я говорю, мне тоже, я говорю, вот у меня есть 2 килограмма черемши, завтра буду делать. Она говорит, только не ставь ее, не делай из него ролик, потому что она живет во Франции, там ее нет. А она когда-то жила в Грозном и очень любит эту черемшу, и у нее ностальгия прям по ней. Вот. Кто не знает, конечно, не поймет ни вкуса, ничего. Я не могу даже вот описать, сказать, что это чеснок, нет. Конечно, он острый такой, жгучий, как чеснок, но не чеснок. Есть его в сыром виде тоже, я же сказала, перемолот. Но мы даже вот так вот чистим его, моем, макаем соль, и с хлебом это вот. Действительно, сезон черемши очень вкусно. Просто у меня в последнее время проблема, я ее не могу есть. Я только немножечко ем, потому что из-за желчного пузыря, короче. Он слишком острый, и у меня не получается его много поесть. У меня бывает такой небольшой приступ. Болит
Ну, кажется, что болит печень, но, видимо, там желчный пузырь что-то делает, не знаю, короче. Вот так вот. Так, что у меня было еще? Так, у меня еще был интересный такой вопрос. Разводы и браки наши, короче, про браки я же говорила, есть ли у нас разводы? Еще моя дочка как-то смеется, мама говорит, ну, когда какие-то вопросы мы читаем, не именно про этот вопрос, просто, видимо, люди еще не знают нашу национальность как таковую. Мы же тоже обычные люди, мы живем не в горах, не в пещерах как-то, ну, обычные цивилизованные люди, конечно, и разводятся. Конечно, бывает много чего. Разводятся теперь, вот в нынешнее время, это вообще разводов очень много разводов. Сейчас не держатся за места, как раньше. Может быть, это с одной стороны и хорошо, с другой стороны и плохо. Потому что сейчас вот настолько хотят легкой жизни, мне кажется, и поэтому уже девочки не хотят даже такой трудности, как налить чай и обслужить гостей. Им даже это сейчас кажется в тягости. Ну, не всем, конечно, но многим. И вот разводы есть, очень много. И мне кажется, вы знаете, вот я вот скажу, у меня много, я поняла, что у меня много подписчиц ингушей. Конечно, виноваты могут быть и родители мужа, и муж, и жених, и все. И я не отрицаю. Есть и такие, есть много нюансов, как и в обычных семьях. Очень много чего есть, конечно, есть. Но в основном сейчас, я вам скажу, не знаю, может быть, будут меня кидать камнями, в основном, мне кажется, все-таки виноваты родители сейчас девочек, потому что сейчас настолько принимают своих девочек обратно, не хотят, чтобы вот, ну, небольшая вот трудность для них, и они уже говорят, нет, не надо терпеть, возвращайтесь. Не знаю, с моей точки зрения, это, конечно, неправильно. Все-таки надо постараться, чтобы как-то что-то поутерлось, чтобы они все-таки жили. Потому что сегодня так, а завтра по-другому. Все меняется. Нужно, чтобы немножко хотя бы, если это не так страшно, перетерпеть. Чуть-чуть перетерпеть. Я как-то не могу все это так развернуто сказать, но это много чего, много нюансов. Но вот мое мнение такое, что в некоторых, не скажу во всех, в некоторых случаях виноваты родители, что разрешают дочке вернуться обратно, которая бы спокойно жила. И я вам скажу еще, в действительности, вот так вот немножко не потерпев, вернувшись, я вам скажу, очень многие жалеют. Очень многие. Я не скажу, что все, но очень многие жалеют, что не потерпели, не вытерпели, не подождали, что поспешили. А в этом деле, по-моему, спешить нельзя. Действительно спешить нельзя. Просто у нас сейчас. И сразу же вытекает второй вопрос, был такой же. Из этого вопрос другой, почему, я вам скажу еще и почему. Да, раньше держались, если даже муж бил, если даже муж пил. От того, что мы мусульмане, друзья, у нас есть еще люди, которые и раньше были, и сейчас есть, может быть, это и неправильно, но я скажу, что выпивают, да, выпивают. Но сейчас это настолько мало. Раньше, да, в советские времена их было намного больше. Сейчас это редкость. Это редкость, но все равно есть. Вот если даже муж пил, если даже муж бил, даже если такая трудность у нее была, раньше жили и держались за эти места. Я не говорю, что это правильно. Раньше держались потому, что у меня в прямой эфире еще были такие вопросы, я отвечала. Просто потому, что раньше выйти замуж второй раз, это было очень тяжело. Ну, как, выйти замуж второй раз можно было, но уже не за ровесника. И даже не за человека, который хотя бы чуть-чуть раньше, старше тебя. Но тем более раньше, чтобы не женатый парень, который женится на разведенке, это вообще был нонсенс. Это вообще так обсуждалось, если это там из 1001 женится. Такое обсуждение шло, если он женится на разведенке или на вдове. И поэтому, мне кажется, все-таки раньше браки больше сохранялись, потому что, да, не хотели девочки выходить замуж уже за стариков. За них сватались уже потом второй раз только же старики, которые уже даже у которых дети такого же возраста, как она, например. И поэтому, друзья, все-таки девочки держались за свои места. Ну, некоторые, конечно, зря, может быть. Опять я говорю, я не говорю, что это все так. Были исключения, что можно было вытерпеть, есть вещи, которые нельзя терпеть, если, конечно, все время тебя бьет, если он пьет, если он не приносит деньги домой, если
говорит такие неприемлемые вещи, которые невозможно сделать, заставляет ее делать, конечно, в таком случае ни в коем случае нельзя ее держать. Держали еще больше, в большинстве, друзья, у нас браки сохраняются из-за того, что тоже как-то был вопрос, но не в этом вопросе, есть при разводе, куда деваются дети, с кем остаются дети. У нас обычно, в большинстве случаев, дети остаются с родителями, с мужем. Не с родителями, а с отцом. Они остаются с отцом. Потому что матерям очень сложно забрать детей с собой. А потом выйти замуж уже с детьми, конечно, это вообще, это тоже исключение из правил. Наверное, может быть, я не знаю, я даже не знаю, кто бы вышел именно. Ну, я и слышала несколько девочек, что выходили замуж вместе с детьми, но это тоже настолько такой большой нонсенс, что я не знаю, ой, чашка даже переполнилась, а это ведь... Так что вот, друзья, вот так вот у нас дети обязательно остаются с отцом. Конечно, и с матерью. И мать забирает некоторых детей. Есть такие отцы, которые не хотят своих детей воспитывать, отдают спокойно. Но это тоже исключение из правил. Больше всего все-таки отцы не отдают своих детей. Тем более, если вот она, ну да, вот решил такой совет, там, может быть, по шариату, решили оставить детей с матерью, чтобы мать сидела и воспитывала их. Но если вдруг мать надумывает выйти замуж, то, конечно, детей все равно возвращают отцу. Ни один, мне кажется, нормальный, здравомыслящий мужчина своих детей не отдаст замуж. Получается, они тоже выходят замуж со своей матерью. Ну, это у нас так, такой менталитет, такое вот у нас понятие. И женщине выйти со своими детьми замуж, это сложно. Поэтому, когда перед женщиной стоит вопрос вернуться домой, расстаться с детьми или все-таки терпеть там какое-то, не знаю что, потому что в жизни каждого человека, в каждой семье все разное. Терпеть приходится разные, случаи разные, скандалы разные. Это жизнь. Ничего нельзя предугадать, ничего нельзя знать, тем более никто не знает, что происходит. Да, поверхностно ты можешь знать, что в этой семье, но все равно каждый свое хранит в себе, и мы не знаем, кто виноват, кто прав. Поэтому, если женщина не хочет расставаться со своими детьми, она терпит ради детей. Вы, может, мне будете писать очень много, я прошу вас не писать, я просто вам говорю. Дико это, странно, это плохо, это или хорошо, не будем об этом говорить, это жизнь. Вот такая жизнь, понимаете? Мы же тоже не говорим, что там у кого-то там дико, там бьют, там ругаются, там это... У всех, у каждого человека своя жизнь. Каждый ее проживает по-своему. И у каждого свои понятия, у каждого свои вещи, свой менталитет, свое мировоззрение. Поэтому вот просто раз вам интересно, я отвечаю. Но прошу вас, не пишите мне комментарии, что это так, что почему это так. Я не знаю, почему это так. Все, что это происходит в любой жизни человека, любого человека, любой нации, любых людей, любого общества, нам не изменить. Оно общество, оно такое. И все просто. Вот вы меня простите, поймите меня правильно. Вы спрашивали, вам было интересно, я рассказываю. Я просто заранее знаю, что будут писать. Не хочу, чтобы вы мне писали. Просто вот такое. Спрашивайте, пожалуйста, я вам отвечу. Но правильно это или неправильно, просто не говорите мне. Нам этого не исправить по-любому. Вот так вот, мои друзья. Ну все, по-моему. Кстати, друзья, из того же вопроса вытекает еще один вопрос, который был задан. Ну, практически то же самое, что разведенная, что вдова, это одно и то же практически. Может ли она выходить замуж? Как я вам сказала, по религии замуж выходить можно. Но из-за того, что стоит выбор между детьми и мужем, конечно, женщины по-любому в основном выбирают своих детей и больше замуж не выходят. По-моему, я ответила на ваш вопрос. И у меня большая, огромная просьба еще раз. Не пишите, что это дико, не пишите, что это странно. Вы спрашивали, я ответила.
А писать мне просто некорректные вещи, пожалуйста, не пишите. Было вам интересно, я вам сказала, как у нас бывает. Но не оскорбляйте просто нас. Это так. И сегодня мы не хотим с этим ничего делать, не хотим это исправлять, не хотим переделывать. Это заведено веком, наверное, назад даже. Так что это наша жизнь. Это наша жизнь, и она нас устраивает. Вы нас, конечно, извините. Вернее, меня извините. Вот так вот насчет замужества разведенных и вдов. Я вам ответила. Так, отключала на минутку и вспомнила что-то другое, но забыла, что же это было. Мне надо было еще ответить на какой-то вопрос, потому что вас интересует. И действительно, друзья, спрашивайте. Я ничего не говорю. Спрашивайте все, что вам интересно. Но потом не пишите мне гадости, если можно. Потому что я вам говорю, как есть. Если это не так, как я говорю, я надеюсь, по-любому вы в комментариях наши, именно мои ингуши, бы вам написали, что это не так. Так, вспомнила теперь. Дают ли, например, матери видеться с ребенком? Да, дают, конечно. Но есть исключения. Опять-таки, как и во всех семьях мира, наверное. Я много тоже же вижу и фильмы, и что-то, что иногда не разрешают родителям. Ну, или женщина не разрешает мужу видеться с ребенком, или муж не разрешает видеться с ребенком. Ну, практически то же самое у нас. Но в основном очень редко не дают видеться, а в основном, конечно, видятся. Если, например, женщина ушла со своими детьми, воспитывает их одна, в большинстве случаев, конечно, отец помогает материально растить детей. Конечно, эти дети приезжают к отцу. И, конечно, когда эти дети, или девочки, или мальчики, женятся или выходят замуж, то свататься приходят к отцу. Руки дочери просят у отца, хоть она и живет с матерью. И в основном свадьбы тоже проходят у отца. В основном. Ну, бывает, конечно, и у матери. И отец, конечно, принимает огромное участие в свадьбе своих детей. Есть, опять-таки, я скажу, исключения, которые не принимают участие. Это уже на ихней совести, это ихнее дело. Ну, вот так вот, друзья. Конечно, дети приходят к матери, бывают с матерью, уезжают обратно к отцу, если они были с отцом. Также, если они с девочкой, с мамой, то они едут к отцу, они какие-то дни говорят, назначают, бывают у отца, ездят на каникулы. Это все как всегда. Так что, друзья, как моя дочка сказала, мы обычные люди. Мы живем в этом мире, они не остались еще в каком-то веке. Ну, вот так вот. По-моему, я ответила сегодня на многие вопросы. Так, у меня черемша не готова, а дочка моя уже пришла. Ну и минут 5-10 только надо, чтобы приготовить. Сейчас тщательно помою ее под проточной водой. Вот видите, сколько грязи. Вот, наверное, полкилограмма и земли даже. Вот выгодно, кто сейчас черемшу рвет. Хотя, друзья, говорят, я никогда не видела, как она растет. Никогда не была в лесу, где... Так, сегодня что-то меня прерывают много, заходят. Ну, вот так, друзья. Я вам, по-моему, рассказала, что могла. Много, конечно, еще много вопросов. Я буду читать, смотреть, выписывать. Никак не получается у меня выписать эти вопросы. Все-таки, когда в доме пожилой человек, ребенок, не успеваешь по-любому. Но хозяйство у меня уже сокращается. Уже у меня осталось очень мало гусей. У меня еще вчера соседская собака постаралась. Одного гуся забила до смерти. Не знаю, даже обидно, конечно. Вот так вот растишь их, растишь. То она у меня почти участок. У него ихняя лошадь картошку сожрала, теперь гуся. И как-то я, знаете, друзья, такой человек не конфликтный, идти туда, говорить, разбираться тоже не хочется. Не знаю. Не привязывают свою собаку. Огромная кавказская овчарка.
Вот так, вот так. И, друзья, значит так, из черемши, конечно, каждой семье делают все по-разному. У нас в основном у ингушей, у чеченцев по-другому. Вот именно эти вареники с черемшой и творогом делают чеченцы, потому что у ингушей их не было. Мы вот недавно только начали, лично я недавно только начала делать, и никогда их не ела. Ела первый раз их у своей двоюродной сестры, мне очень понравилось, и вот уже 3-й год я их делаю. И еще чеченцы добавляют, делают так, в томатной подливе. Тоже мы никогда, например, вот кого я знаю, мое окружение, никогда тоже не делали так. Еще делают, тоже тушат, ну, с омлетом, наверное, с яичницей, с яйцом. То же самое делают, мы тоже не делали. Обычно ингуши. Варят ее в молоке, чуть-чуть варят в воде, в небольшом количестве воды пропаривают. Потом добавляют молоко, и в молоке уже доваривают кто как хочет. Например, моя мама всегда любила, чтобы черемша была не разваренная, чтобы она хоть все-таки чуть-чуть была такая, ну, упругая еще. Я люблю ее разварить, если честно, чтобы она вот была более мягкая. Ну и каждый по-своему, вот, у каждого на любителей. И вот у нас у ингушей едят ее с молоком. И это же молоко пьют, оно, конечно, очень полезно. И тушат или со сливочным маслом в сковороде глубокой, или в топленом масле, конечно, в топленом масле. Просто в последнее время я не делаю это в топленом масле, потому что все-таки, да, для меня и для мамы это уже слишком жирно. Ну, мальчикам, девочкам, конечно, да. Но и сегодня дочка моя тоже попросила, чтобы сделали ей в сливочном масле. Так что у меня где-то неполная пачка сливочного масла есть, буду делать в сливочном масле. Так, ну, они сегодня еще не обедали, и вот постоянно сюда заходят. Сейчас быстро справлюсь с этим делом. И надо будет уже заняться не гусями. Поставила воду кипятить. Не могла в тот раз найти градусник свой, который я проверяю. Обычно даже я и не проверяла. Но вот те 6 гусей, которые позавчера резала, с 4 гусей я все-таки кожу повредила. Вроде бы и наливала кружку холодной воды туда, чтобы кипящую, чтобы как-то температуру. Обычно я всегда так делала. И гусям, и курей, и даже этих бройлерных курей покупала, резала тоже сама. Такую же воду делала, не связала у меня шкура. Вот с этими гусями что-то у меня была проблема, не знаю, друзья, что случилось. Представляете, сколько этих тапок? Не знаю, чистить их, не чистить будут. Ну, я знаю, что мои мальчики их не будут есть. Может, просто... Вообще даже это полезно, нет, все-таки почищу и сделаю. Даже курям, цыплятам, вот когда они, вот, для них добавлять немножечко в мешанку. Это полезно. Так что почищу и перекручу, чтобы потом добавлять небольшую. От того, что там соленая будет, тоже ничего страшного, потому что можно там им давать, чтобы в мешанке была, она в мешанке перемешается, соли будет немного. Так, ну пока мне им заниматься некогда, займусь только завтра, потому что у меня еще много действительно работы. Мне нужно быстренько их почистить и 4 штуки заморозить, чтобы они были уже в субботе вечером замороженные. Они меня так попросили, чтобы были именно замороженные, и куда-то надо везти. Все, вот видите, что с 2 килограмм. Сейчас я на интерес свешу. И посмотрим, сколько получилось. 2 килограмм неочищенной черемши, очищенной. Так, сейчас посмотрим, сколько здесь. Грязи, конечно, навалом. Представляете, 670 грамм только. Поэтому, говорят, она очищенная стоит 1000 рублей. 1000 с лишним даже. Поэтому и стоит 670 грамм.
Ну да, точно. Кило 355. Пока ее покупать, конечно, невыгодно. Вот за это заплатили, считайте, за 600 грамм 600 рублей получается. Потому что по 300 рублей килограмм был в этом неочищенном виде. 300 рублей за килограмм стоит. Ну и поэтому, вот видите, вот это вот, например, нам не хватит. Даже двоим только, наверное, хватит. И поэтому накладно все-таки покупать черемшу пока. Где-то в феврале она будет уже в разгаре, она будет дешевле. И уже можно будет покупать ее чаще. Уже не так накладно. А уже ближе к концу февраля, в марте, она бывает уже совсем дешевая. Можно будет купить даже за 50, за 60 рублей килограмм неочищенной черемши, друзья. И уже потом ее можно замариновать на зиму. И что-то из нее делать, перекрутить через мясорубку. Ну, я надеюсь, все это у нас будет на канале. Я вам покажу. Так, перепачкалось все, конечно, здесь сейчас. Ну вот, друзья, сейчас я отключу все хорошенечко, тщательно. Еще раз почищу, перемою эту черемшу. Вчера я говорила вам, что резали мы гусей позавчера. Вчера я варила гуся. Галушки, правда, не делала, просто делала картофельную подливу. Гуся сварила. У нас почти полгуся еще осталось, не поели. Вот сейчас разогрею, потому что все голодные уже. Разогрею гуся. Поставлю вот это вот сейчас варить. Не варить, а тушить на огне. И пойду. Но я сейчас помою, быстро сначала покажу вам. Потом уже, да, пойду делать дальше дела наши. И обедать. Так, ну и вот, друзья, все. Перемыла я черемшу. Видите, какая она получилась. Поставила сковороду разогреваться. Сейчас положу сюда. Видите? Как я повторилась, она, конечно, сейчас наиболее вкусная. Я же рассказывала, что ее насколько трудно ее рвать, что даже говорят, я не знаю, что даже сказать, чтобы дешевле ее отдали, даже неудобно. Так, сейчас немножечко, буквально немножко, кипяточку, прям вот капельку. Посолить. Надо будет попробовать, друзья. Я не пробовала с яйцом. Наверное, будет вкусно все-таки. Буду я пробовать в этом году все. Все виды, как из него что можно сделать. И посмотрим. Будем выбирать, что все-таки лучше. Так, сейчас накрою крышкой. Так, накрою крышкой. И все. Это я разогреваю подливу. Гусь разогревается в этом под навесом. Я просто специально для того, чтобы показать вам, поставила ее сюда. Обычно я делаю черемшу под навесом, чтобы не было запаха, друзья. Вот так вот. Сейчас как будет готово, подключусь к вам снова. Так, друзья, по-моему, я точно не знаю, не смотрела, скорее всего, не снимала, что и как. Короче, вот сюда вот сковороду такую глубокую. Налила чуть-чуть воды, положила, не знаю, точно я не проверяла, снимала я или нет. И положила эту черемшу. Она буквально сейчас минутки 3-4, как у меня тут томится. Сейчас положу масло сливочное. На этом, друзья, я закончу свой влог. Всем огромное спасибо за ваши вопросы, за ваши комментарии. Еще раз повторюсь, мне очень интересно вам отвечать. Мне нравится, что вы спрашиваете, что вы интересуетесь. Но еще раз прошу вас, просто не пишите мне, что, что вам не нравятся эти законы или еще что-то. Вы меня поняли, короче говоря. Не пишите мне плохое, если можно. Ну вот как-то так. Всем мира, добра и благоденствия. Ну вот как-то так.